Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Мы будем сегодня говорить о транзите, тем более есть повод об этом говорить. Недавно было озвучено, что вот эта стройка, которая происходила на абхазо-грузинской границе по реке Ингур, она завершается, там терминал строился, и вот исходя из той небольшой информации, которую нам, собственно говоря, выдали люди, которые там как-то причастны к этому строительству, мы понимаем, что начинается вот как бы транзит грузов, и сегодня мы по этому поводу будем говорить, исходя из той информации, которая есть, и, собственно говоря, сами размышлять по этому поводу. Сегодня у нас в гостях Тенгиз Джопо, член Общественной палаты, человек, который имеет достаточно богатый опыт работы в Государственном таможенном комитете и, собственно говоря, и является одним из профессиональных экспертов в этой области. Тенгиз, добрый день. Да. Собственно говоря, вот информации мизер. Мы так, собственно, и не поняли. Да? Частная компания, терминал. Как все это вот будет коррелироваться, допустим, с существующими законами? Вот я как-то, нельзя там, это вот как раньше анекдот был, да, дайте мне там кусочек границы, да, в аренду, да, вот что-то такое, наверное, происходит. Как вообще все это стыкуется вот с реальностью? Давайте начнем с того, что скажем, что такое вообще транзит. Транзит – это у нас перемещение, с экономической точки зрения, перемещение между двумя пунктами. Один пункт на одном участке границы, второй пункт на другом участке границы. С точки зрения таможенного законодательства, у нас вообще все товары, если вы перемещаете через таможенную территорию нашей страны или через таможенную границу нашего государства, они должны быть помещены под определенный таможенный режим. А у нас есть такой режим с одноименным названием, и этот режим позволяет перемещать товары между двумя таможенными органами, таможенным органом отправления и таможенным органом назначения, без взимания таможенной пошлины, налогов и применения в отношении этих товаров мер экономической политики. Там есть ряд условий. Вы должны переместить этот товар в строго определенные сроки. Эти сроки исчисляются из характера маршрута, вида транспортного средства, которое вы используете, но они не должны быть выше сроков, исчисляемых из расчета 30 километров в сутки. То есть, если мы из поста ГАЛ в пост ПСО везем товар, нам таможенные органы должны предоставить порядка 6 дней на перемещение. И еще другим условием является, что эти товары должны перемещаться под таможенным контролем. Это что касается нашего законодательства в этой сфере. Теперь, что касается самой ситуации. Я тоже слушал директора этой компании, который давал интервью по поводу вот этого хаба. Ситуация какая? После введения санкций, особенно после 11-го пакета, в России возникла проблема с поставками импортной продукции. И Грузия – одна из тех стран, через которые осуществляется параллельный импорт. Если, я точно не знаю все данные таможенной статистики Грузии, но могу сказать уверенно, что внешнеторговый оборот Грузии вырос, в разы вырос. Грузия достаточно хорошо на этом заработала. Достаточно сказать, что они практически заплатили все свои внешние долги. Последний долг они вообще заплатили перед Российской Федерацией. У них единственный долг остался внешний перед Францией. Система параллельного импорта – это не транзит. Это не транзит. Параллельный импорт – это что такое? Параллельный импорт – это фактически серая схема, когда вы ввозите товар в третьи страны без разрешения правообладателя. Условно, вот на примере, как работает параллельный импорт в Грузии. Например, груз пришел в поте. Условно, допустим, это пепси-кола. Грузинская сторона во всех документах, которые сопровождают этот груз, там, например, если это морские документы, там коносамент, идет документ Bill of Lading и грузовой манифест. Во всех этих документах страна назначения указана Грузия.
А грузинская сторона, грузинская таможня оформляет этот товар в таможенном отношении, она взыскивает таможенную пошлину, взыскивает налоги. Если это необходимость, она взыскивает акцизы, применяет в отношении этого товара нетарифные меры регулирования, если, допустим, грузинским законодательством не предусмотрены. И фактически оформляет этот товар и выпускает его. То есть владелец этого груза имеет полное право потом продавать этот товар где угодно. Но что самое интересное, дальше что происходит с этим товаром? Этот товар дальше везут на Верхний Ларс. В Верхнем Ларсе грузинская сторона, для Грузии это уже экспорт. До этого был импорт, а теперь экспорт. Грузинская сторона может оформить его как экспорт, как экспортную операцию и указать именно пепсиколу. А может и не указывать пепсиколу, указать какую-то минеральную воду. Например, там, я не знаю, там Ликани или Боржоми, да, и оформить экспортную операцию по вывозу этой продукции за пределы Грузии. Какая проблема вообще в этих схемах? Проблема в том, что Грузия является членом ВТО. На нее действует обязательство Генерального соглашения о тарифах и торговле, и в рамках вот этой организации существует взаимообмен статданными. То есть данные таможенной статистики Всемирная торговая организация может затребовать у Грузии. И данные таможенной статистики – это, по сути, самые ключевые данные, которые содержатся в грузовой таможенной декларации. Это страна отправления, страна назначения, наименование товара, таможенная стоимость и так далее. И Грузия может оказаться в сложной ситуации, потому что за реализацию таких серых схем Грузия может попасть под торговые санкции ВТО, либо под политические санкции, которые могут быть сформулированы где-то в Брюсселе. Поэтому Грузия там в этом плане ведет очень осторожную политику. Она часть оформляет, а часть, скорее всего, не оформляет. То есть все идет вне вот, рамок таможенной статистики, вообще вне рамок документов. То есть я тебя перевью, чтобы уточнить. То есть если, условно говоря, там 10 тонн пепсиколы завезли в Грузию, да, то есть для того, чтобы подстраховаться, то есть она оформляет там, условно говоря, тонну куда-то вывозит, да. А якобы 9 тонн остается этой пепсиколы, да, но в реальности эта пепсикола тоже идет, но она идет под видом, я не знаю, там, боржома. Совершенно верно. Ну, если вот вы занимаетесь импортом, например, продукции, допустим, та же пепсикола, вы же должны понимать, что у вас есть какая-то емкость рынка. Вы не можете возить там сотни миллионов тонн этой пепсиколы, если у вас там численность населения там, в несколько миллионов человек. Поэтому где-то вы оформляете это в чистую, в белую, а где-то вы вынуждены оформляете это вообще в черную. В черное оформление это то же самое, когда корабль пришел в порт, в нем стоит контейнер, но вы никаких документов не забираете, никаких деклараций не составляете. Вообще этого корабля не было, ни этого контейнера не было, ничего не было. Это уже черная схема. Но проблема черных схем заключается в том, что после того, как вы контейнер выгрузили, вы должны отправить его куда-то на хранение какое-то время и быстро от него избавиться, потому что, то есть, он должен покинуть территорию вашей страны, потому что если он потом останется и потом где-то разойдется во внутреннем рынке, а вы с него платежей не взяли, это создаст угрозу экономической безопасности уже вашего государства. Поэтому для Грузии очень важное значение имеет наличие вот этих возможностей быстро избавиться от этого серого импорта. Одна возможность у них была через Верхний Ларс. Вообще Верхний Ларс, дорога, она проложена по сложно пересеченной местности. Там это горные районы, снегопады, иногда бывают даже лавины. Бывают случаи, когда эта дорога перекрывается на достаточно длительный период времени. А если дорога перекрывается, то здесь у вас происходит накопление этих серых грузов. Вам нужен другой коридор. Другим коридором является Абхазия. И Абхазия в этом плане, в сравнении с Ларсом, она всесезонная дорога, она по степени своей сложности намного проще и как бы рядом с основным портом, который принимает контейнер, это Поти. Вот как эта схема образовалась. Теперь с точки зрения нашего законодательства. Мы с Грузией не имеем торгово-политического режима. Никакого абсолютно. Мы с Грузией находимся в состоянии войны. С Россией у нас, например, торгово-политический режим есть режим беспошлиный. А вот с Грузией никаких отношений нет. У нас есть два документа
указа президента Владислава Григорьевича и, по-моему, постановление, даже не постановление, тоже указ, по-моему, Сергея Васильевича Багапш о запрете торговых отношений с грузинским государством. Но, по сути, де юре мы с этой страной находимся в состоянии войны. Вот там директор этого предприятия, он как-то ссылался на документ, который мы заключили в Федеральной таможенной службе Российской Федерации о транзите. Это соглашение, оно действительно есть, но... Это 2011 года, кажется, или от 2012, не помню. По-моему, 2013 года. 2011 года это документ о транзите между Российской Федерацией и Грузией. Там, если вы помните, там еще была такая швейцарская компания. Швейцарская аудиторская компания, которая должна была встать на Ингурии, должна была на Псоу и потом контролировать, фиксировать потоки грузов. Ну, нас этот документ вообще как бы никак не волнует. Это Россия очень долго пыталась вступить в ВТО, по-моему, с 1993 года, и она практически со всеми договорилась. А после 2008 года Грузия, она вообще вышла из переговорного процесса. Некоторое время она эту тему не поднимала. И Россия, насколько я знаю, через европейские государства оказали давление на Грузию, заставили Грузию дать согласие на вступление России в ВТО, и вот этот документ возник. А там Абхазия вообще никак не упоминается, там есть два коридора, коридор 1 и коридор 2, там и просто географические координаты этих коридоров. Как-то этот документ нас вообще не касается, это вопрос России, отношений России и Грузии. А что касается соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о транзите, то там в этом документе указано, что это соглашение может применяться за исключением тех случаев, когда это создает угрозу безопасности государства, договаривающихся сторон, либо наносит ущерб интересам той или иной стороны. То есть и в этом случае этот документ не имеет никакого отношения к той ситуации, которая сейчас у нас возникла. Потому что с Грузией у нас состояние войны, извините, требовать от нас транзита со страной, с которой у нас вообще не то что торгово-политических отношений, мы, которые находимся в состоянии войны, это вообще полный абсурд. Это то же самое, если мы сейчас попросим Российскую Федерацию пропускать грузы, которые идут через Украину, транзитом через Россию. Это же бред. Так что это документ... Но в любом случае тема транзитная, она была бы интересна, как, наверное, актуализация собственного присутствия Абхазии, да, то есть понятно там, что на автомобильных перевозках при том состоянии инфраструктуры, которая у нас есть, это достаточно проблематично и много, во-первых, не заработаешь. Да. С другой стороны, мы, наверное, могли бы заработать, и, там, если бы это были бы железнодорожные перевозки, с другой стороны. Но здесь же еще и присутствует некий политический момент, да, то есть транзит, даже если много, наверное, не приносил бы, то есть денег, но сама актуализация темы этого вопроса и там переговорный процесс, который был не там подпольный какой-то переговорный процесс, а вот реальный переговорный процесс, с 2008 года мы, по крайней мере, никак не разговариваем с Грузией. Грузия как бы считает нас оккупированными территориями, соответственно, как бы власть, она официальные власти как не признает, то есть она говорит, что это вот нам грузинам надо разговаривать с Москвой, да, потому что абхазцы, вот они никакой субъектности не имеют. Вот в этом контексте тема транзита, она была бы интересна, если бы актуализировалась бы вот наша субъектность, да, то есть мы вступили бы в какие-то переговоры и так далее, даже при том, что, наверное, заработала бы вот эта схема, которая существует там которая выработана была там при вступлении России в ВТО, можно было бы даже вот ее как-то рассмотреть, но, наверное, здесь меня больше всего смущает, что мы вообще никак-то не фиксируемся нигде, то есть странно, да, ну, то есть представитель частной компании выходит и говорит, я там представляю такую-то организацию, и вот я договорился, то есть мы здесь строим, там бывшие руководители российской таможни вот строят терминал, но вот абхазские власти как-то молчат. Меня вот это больше всего смущает. Ну, во-первых, это канал.
канал поставки. Канал поставки включает в себя огромное количество элементов. И если люди выходят вам и говорят, что мы, знаете, вот строим терминал, значит, они уже на всем протяжении этого канала со всеми договорились. Они договорились в Москве, они договорились в Тбилиси и они договорились в Сухуми. Когда мы говорим, что они договорились, это не значит, что в Тбилиси они разговаривали с кабахидзе, там только с кабахидзе. Возможно, они разговаривали со всеми службами, взаимодействующими на границе. И кабахидзе тоже в курсе этой ситуации. Если они говорят, что они договорились в Москве, значит, они тоже договорились со всеми службами. Если вы пропускаете хотя бы одну службу, у вас возникает проблема реализации этого канала. То есть все со всеми уже договорились. Просто мы этого не знаем. Вот то, что Кабахидзе сейчас выступил и сказал, что они как бы никакого отношения к этой схеме не имеют, да, это там как бы серая территория, но он сказал то, что нужно было ему сказать. Он же не скажет, вы знаете, мы занимаемся серым импортом, мы на параллельном импорте зарабатываем огромные деньги, у нас там какие-то еще левые схемы есть, и нам нужно куда-то это все убрать в Россию через какой-то канал. Он это никогда в жизни не скажет. Но сам факт того, что они обратили на это внимание, уже говорит о том, что на той стороне границы для них это очень важно. Это реально для них важно, потому что Абхазия – это дополнительный шунт вот это в грузовом кровотоке. Если этот шунт начнет работать, у них объемы поставок тоже увеличатся, и возможности, пропускная способность возрастет. Самой Грузии. Почему наши молчат? Я думаю, что наши прекрасно знают эту ситуацию, потому что никто не строил бы терминал на границе, если вообще строительство на границе не допускается без разрешения пограничной службы и таможенной службы, какие-либо строительные мероприятия. А частная контора допускается? Но частная контора может быть допущена в качестве терминала. В качестве, да. Но вот смотрите, он что говорит, этот директор? Он говорит, что мы занимаемся строительством грузовой, он говорит грузовой терминал. Нет такого понятия грузовой терминал. Либо речь идет о складе временного хранения, либо о таможенном складе, либо о свободном складе. Вот какая-то юридическая база должна быть. Но грузовой терминал человек, просто частная компания не может построить. Потому что если товары иностранные поступают на таможенную территорию нашей страны, они на его вот этот условно грузовой терминал могут поступить только в том случае, если этот терминал имеет какую-то правовую основу. Если он его заявляет, например, как таможенный склад, или как склад временного хранения, или как свободный склад, то в этом случае товар может туда поступить. А просто грузовой терминал, такого понятия вообще в таможенном законодательстве нет. Но иногда условно мы называем на постах грузовой терминал – это линию контроля грузов, которые перемещаются грузовым транспортом. Но это такое сленговое выражение. И я думаю, что поэтому все службы у нас в Абхазии прекрасно знают. Просто они не знают, что теперь сказать в этой ситуации. Сам факт того, что он говорит, что вот 6 лет тому назад мы этим вопросом занимались, я предполагаю, что уже отмашка была дана прежней властью на реализацию этого проекта, а новая власть как бы оказалась обремененной теми обязательствами, которые старая власть уже взяла на себя. И поэтому этот терминал как бы возникает. Я мог бы, допустим, согласиться на что-то. Сейчас в обществе говорят, что мы должны попросить, потребовать соглашения о неприменении силы. Грузинская сторона на это не пойдет. Грузия вообще, она как относится к этой ситуации? Знаете, мы вам доставляем груз, а вы там сами разбирайтесь с абхазами. И, скорее всего, бремя переговоров с абхазами грузины возложат на российскую сторону. Что касается фискальной пользы для нас, там сборы за эти грузы 0,1% от таможенной стоимости. Это чрезвычайно мизерная цена, чрезвычайно. И фактически мы просто предоставляем свой коридор, свою возможность Грузии. Грузия наращивает внешнеторговый оборот за счет этого, а у нее увеличивается доходная часть государственного бюджета, плюс у них там растут размеры левых платежей по карманам чиновников благодаря этим левым схемам, а мы будем иметь 0,1%
0,1% от таможенной стоимости. Мы можем, кстати говоря, там, ну, это вот как бы такие международные стандарты, условно говоря, да, или по нашему законодательству 0,1? Ну, 0,1 – это по нашему законодательству. Но мы можем как-то изменить, условно говоря, сделать, допустим, вот эту ситуацию экономически выгодно. Ну, вот мы можем это сделать, да, постановлением Кабинета министров мы можем размер ставки за таможенное оформление увеличить. Это первое. Мы можем даже и дальше пойти, мы можем какие-то нетарифные меры воздействия придумать. Мы можем сделать то же самое, как в Грузии сделали, ввести дорожную пошлину за транзит. То есть в этом плане мы можем какие-то действия предпринять, потому что мы в любом случае будем нести убытки за счет достаточно жесткой эксплуатации дорожного покрытия. Вот в Грузии за это взимают дорожную пошлину. Мы можем то же самое сделать. Мы можем увеличить размеры заказных нарядов, которые будут получать таможенные органы. Мы можем увеличить и сборы за оформление. То есть мы можем сделать ряд условий, которые будут для нас полезны. Но все равно, понимаете, проблема заключается в том, что мы должны какое-то юридическое обоснование дать самому процессу, потому что транзит, это не транзит, это уже торговые отношения с другим государством, с Грузией. Мы как-то должны объяснить с правовой точки зрения. И, значит, нам нужно отменить все до этого существующие правовые акты, запрещающие какие-то торговые отношения с грузинским государством, и как-то это с законодательной точки зрения упорядочить. Хотя бы с этого начать. И дальнейшие действия через Министерство финансов, таможенный комитет, конечно, можно увеличить норму той прибыли, которая может нам остаться. Это тоже можно сделать. И вот я еще хотел бы тоже подчеркнуть, этот вопрос тоже обсуждается, аспект, если со временем транзит начнет расти. Например, наш участок дороги, он намного лучше, чем через Верхний Ларс. В этом плане мы очень конкурентоспособны. Если потом со временем грузинские потоки пойдут через эту территорию, потоки товаров пойдут, и постепенно эта дорога станет значимой, она может принести нам политические дивиденды в том плане, что мы можем использовать его как некий рычаг давления на какие-то вопросы. На какие-то. Там не космические, может быть, но хоть какие-то вопросы. Это будет рычагом давления для Грузии. Потому что закрытие или перекрытие этой дороги будет иметь какие-то экономические последствия для нее. Но для этого нужен огромный лаг времени. Это должно пройти несколько лет. А сейчас в данной ситуации мы только вот какие-то сборы увеличить там или поднять. С другой стороны, мне кажется, вот понятно, что вот в той форме, в которой сейчас автомобильный транзит осуществляется, он экономически невыгоден. Да, но я не говорю о том, что там вот эту ситуацию можно использовать для развития каких-то других политических задач, которые стоят перед нашим государством. Но, с другой стороны, понятно, что у нас со времен развала Советского Союза новых каких-то дорог не строится вообще. И даже при вот этом существующем тупике, при отсутствии там сквозного сообщения, да, то есть у нас как бы в одну сторону, да, только дорога открыта, тем не менее мы в летний сезон чувствуем, что у нас вот как бы все с напрягом идет. И при этом мы понимаем, что я сейчас хотя бы на дальнюю перспективу рассматриваю, что Абхазия все равно когда-нибудь свой конфликт разрешит, и это сквозное сообщение автомобильное должно открыться. Но для этого, чтобы оно открылось, у нас должна быть, в общем-то, создана определенная инфраструктура. Да? То есть там до развала Советского Союза у нас все-таки там частично было выстроена вот эта транзитная объездная дорога, да, которая незавершенная, там можно видеть в разных частях Абхазии вот эти огромные столбы, на котором планировалось выстроить уже полотно автомобильное. Я бы, наверное, коль говорить о перспективах, наверное, увязывал бы там, допустим, если вдруг открывается такое автомобильное сообщение, то есть сквозное, то, наверное, обязательства по перспективе строительства вот такой объездной дороги.
Ну, тоже можно было бы вложить. Нет, здесь очень много чего можно вложить, если в реальности экономически это как бы не приносит нам никаких дивидендов, с одной стороны, да, а политических тоже не приносит, но тогда, значит, надо вот что-то вкладывать такое, чтобы было бы интересно, наверное, Абхазии. Я не говорю там революционно, признайте нас там и так далее, да, но есть закон об оккупации, есть там куча других вещей, на котором можно играть, и в общем-то, это вот такое поле для маневра есть. Я думаю, что нужно смотреть на ситуацию более трезво. У нас дорога объездная, она колоссальных капиталовложений потребует. Эта компания, которая здесь у нас открылась, она таких возможностей вообще не имеет, напрочь просто нет у нее. Чтобы возникла экономическая обоснованность, заинтересованность в строительстве и вот этой дороги, грузопоток автомобильный поток через Абхазию должен быть просто критическим. Наша инфраструктура его не выдержит. Просто мы раньше здесь в тупике окажемся, чем у кого-то, какого-то инвестора возникнет мысль, давайте эту дорогу построим. Я, скорее всего, склоняюсь к тому, что можно было более эффективно использовать железную дорогу, чем автомобильный участок дороги Абхазии. Железная дорога, она была бы полезна в том плане, что у нее грузопоток по объему грузов, она значительно лучше, чем автомобильный транспорт. И меньше проблем доставлялось бы населению страны. В летний период, например, я даже не представляю, как эти грузы будут перемещаться по стране. У нас, даже если вот эта схема начнет работать, наверное, придется запрещать, вот как это делают вот сейчас иногда в России, запрещают перемещение крупногабаритных грузов с какого-то по такое-то время. Допустим, только в ночное время разрешается. Вот, наверное, что-то такое в летом придется делать, потому что здесь с той плотностью автомобильного транспорта, который существует на наших дорогах, это будет проблемой для нас всех. Люди, которые сейчас этим занимаются, я более чем уверен, что они вот получили возможность на этом заработать. Там не очень большие вложения. Они там говорят, что они там построили какой-то грузовой терминал. Это тоже не такие уж критические вложения для того, чтобы прямо там склады, о которых они говорят, там они собираются открыть таможенный склад с временного хранения. Склады это... Вот таможенный склад – это открытая площадка, забетонированная площадка, огороженная для хранения морских контейнеров. Там 20 футов, 40 футов. Там больше ничего нету, там просто поле огороженное, и все. Так что я не думаю, что у них какие-то есть возможности финансовые для того, чтобы наша власть могла от них потребовать что-то в будущем, они что сделать. Я в этом сомневаюсь. Просто у государства должна быть собственная экономическая политика. У государства должна быть своя воля, свои интересы. Государство вообще не должен был выступать этот директор. Вначале должен был выступить, наверное, министр экономики, министр иностранных дел. Объяснить населению, почему мы вдруг внезапно начинаем торговые отношения с грузинским государством. Какую пользу она нам может принести, вот этот режим транзита. Они, например, все время говорят, если вы заметили, что вот там идет специальная войсковая операция, и это жизненно необходимо. Если серьезно, Грузия никогда через свою территорию не пропустит товары двойного назначения. В Грузии нет двух голов. Грузия пропускает товары широкого потребления. То, что попало по санкционные списки. Говорить о полезности такого импорта для России – это очень сложный вопрос, потому что это создает проблемы для отечественного импортозамещения. Так что еще не факт, что то, что делает Грузия, ее параллельный импорт приносит пользу российской стороне или не приносит. Но то, что это приносит пользу каким-то частным группам, благодаря которым они зарабатывают хорошие деньги, это однозначно. Так что я думаю, что просто люди хотят заработать. Они увидели эту возможность заработать, а с расширением этих санкций эта маржа за эти операции, она все выше и выше. И, естественно, они открыли этот терминал. Я думаю, что там и фронт их работы ничтожный абсолютно. К ним приходит контейнер,
Они этот контейнер будут выгружать, скорее всего, выгружать, потому что все контейнеры, на всех контейнерах установлена маркировка, идентификационный номер. Если, например, контейнер пришел в поте, он не может никаким образом не оказаться в Мурманске. Он должен быть в поте. Он должен уйти в мировую торговлю опять из поти. Поэтому им контейнеры максимум придется выгружать, перегружать грузовой автомобильный транспорт, и все. Больше у них никакой работы нет. То, что они говорят, что там какое-то рентгеновское оборудование они собираются поставить, рентгеновское оборудование, вот таможенной системе, основное рентгеновское оборудование, которое используется, это для досмотра контейнеров 20-футовых, 40-футовых, это малый инспекционно-досмотровый комплекс. Их называют еще МДК. Вот такой примерно стоит на МАП «Адлер», на автомобильной базе. А есть еще стационарные, но они еще дороже. Но даже вот этот МДК, он стоит, его цена от 100 до 200 миллионов. Причем нельзя купить бэушный. Надо покупать новое. Это очень технически сложнейшее оборудование, которое требует высококвалифицированных специалистов, которых тоже нужно отдельно готовить. И вообще мысль о том, что они там какое-то рентгеновское оборудование собираются поставить, с помощью которого будут досматривать контейнеры, она вообще нелепо звучит. Какое-либо другое оборудование я не знаю, с помощью которого можно досматривать контейнеры. Так что это просто схема. Люди поняли, что можно на этом заработать. Они приехали в Абхазию, предложили нашему руководству, потому что без этого никак нельзя. И руководство посчитало деньги, не моральную сторону вопроса, что мы там с грузинами воюем, что мы там в состоянии войны с ними находимся, что это прежде всего выгодно Грузии. Мы фактически льем все время воду на их мельницу, причем сами от этого ничего не имеем. Но люди посчитали собственные доходы, я так думаю, и согласились. И все. Вот и все, что мы имеем. Но в реальности мы не знаем условий, да, и хотелось бы, наверное, все-таки более дождаться какого-то официоза, да, по этому поводу. К сожалению, официоз не только по этому поводу, но и по многим таким каким-то вещам. С этим у нас огромные проблемы. Тем не менее, я бы не сказал бы, что сама тема транзита, она табуированная, да, то есть для нашего государства мы говорим, что мы хотим, в общем-то, быть нормальной страной с возможностью там торговать с разными странами, быть, в общем-то, участником всех этих коммуникационных, всей этой логистики. Тем не менее, нужно, наверное, в общем-то, объяснять, на каких условиях, какая-то вещь, которая все время требует, даже если, может быть, это непопулярное решение, ты все равно должен об этом объявить. Вот для меня странно, что вот самое странное в этой истории, что, собственно говоря, про тему транзита, о том, что мы вот здесь построили терминал, говорит частное лицо, то есть это не государство говорит, не представитель власти говорит и так далее. Вот самое странное в этой истории. То, что там может быть этот транзит, не может быть этот транзит, это уже, наверное, дело второе, да, то есть, по крайней мере, власти должны иметь свой расчет, да, почему все это должно бы осуществляться. В конце концов, это они удар на себя берут, да, то есть и для этого их и выбирают, да, чтобы соизмерять там риски и так далее, то есть это их ответственность. Но когда, в общем-то, вместо государства выходит какой-то представитель частной компании в вопросах, где это должно этим заниматься государство, это выглядит очень странно. Это во-первых. С другой стороны, мне кажется, важно, это не только касается самой темы транзита. Вот Астамуртани, он все время любит говорить каким-то более такими юридическо-политическими правовыми, да, терминами, да, говорит о субъектности, да, то есть я не думаю, что многие там в той же системе власти
понимают, что такое субъектность реальная. Да? Вот именно вот эта субъектность, когда ты действуешь, исходя из существующей твоей конституции, твоего законодательства, вот это и есть субъектность. Наверное, вот как бы вот такую расшифровку даю. И, в общем-то, я буду, наверное, закруглять нашу беседу. Тенгиз, большое спасибо. Я напомню, что нашим зрителям о том, что мы сегодня говорили о транзите. Собственно говоря, ну, я, по крайней мере, не против транзита. Другой вопрос, на каких условиях. По крайней мере, в 2022 году была создана рабочая группа при президенте и рабочая группа по транзиту, по возможности транзита. Да? То есть вот это обсуждали, я входил в эту рабочую группу, я был за транзит, но опять же, как бы все зависело от каких условий. Каких условий, да. Да, самое главное в этом вопросе условия. В общем-то, подписывайтесь на нас, смотрите нашу передачу, можете лайкать, комментировать и так далее. Тенгиз, еще раз большое спасибо. До новых встреч. Спасибо.